Кредиты в банках Кубаныч Жолдошбаев брал не один раз, отстроил дом. Но с последним займом немного не повезло. Кризис подкосил его бизнес в Алма-Аты. Пришлось вернуться на родину, в Кыргызстан. На оставшиеся деньги купил машину. Работает таксистом. Все доходы идут на выплату кредита. Кубаныч брал его под 39% годовых. Подешевле кредит, под такой дом никто не давал. У нас же саманный дом. Банки, где 20-25, там крупные банки, они не соглашались. А мы взяли через микрокредитную организацию, которая кое-как согласилась через знакомых. Ассоциации предпринимателей «Бизнес-круги» Кыргызстана требуют установления единого потолка на процентные ставки. По их мнению, в республике с годами они только растут. В Кыргызстане по сравнению с соседями кредиты выдаются на менее выгодных условиях. Я думаю, что это не вина просто финансовых институтов, которые вдруг решили там зарабатывать, да, огромные прибыли, вдруг подняли. Все это взаимосвязано вот с развитием рынка, с этим кризисом, который есть. И мы тоже это понимаем. Но в то же время, конечно, должно быть регулирование этих процентных ставок. Предприниматели недовольны ставками микрокредитных компаний. Они обслуживают немалую часть населения Кыргызстана и не требуют большого пакета документов. Поэтому и устанавливают большие проценты, чтобы компенсировать возможные риски. Руководители таких финансовых компаний согласны пойти навстречу предпринимателям. Но в свою очередь требуют создания условий для этого, не решать проблему административным методом, а только рыночными механизмами. Прямое вмешательство вот именно в такой процесс, это будет неправильно. Конкуренция решает проблему снижения ставок. Иначе, говорят финансисты, начнется отток капитала, и кредиты станут дефицитной услугой. Поэтому руководители организации обратились к парламентариям, чтобы разрешить ситуацию на законодательном уровне.